Казахстан – это не просто государство в Средней Азии. История Казахстана и казахов уникальна. В этом видеоролике я покажу официальные факты, которые на протяжении последних 150 лет старались уничтожить. В 552 году Бумин Каган создает самую великую империю того времени. В историю она войдет как тюркский каганат. Но уже в 581 году произойдет раскол тюркского каганата. И тюрки, проживающие на территории современного Казахстана, создают свое государство – Анок, что в переводе 10 стрел. Но в историю оно войдет как западно-тюркский каганат. В 657 году, вследствие многочисленных войн, государство распадается на несколько независимых территорий. Но уже через 2 года эти территории образуют Кангарский союз, который занимает всю территорию современного Казахстана без семиречья. Спустя несколько столетий Чингисхан создает самую большую империю. И то, что я покажу в этом видеоролике, вы не увидите нигде. Монгольская империя – это название политического союза разных тюркоязычных племен, данное самим Чингисханом в 1206 году. Рашид ад-Дин – это иранский государственный деятель, ученый-энциклопедист и министр государства Хулагуидов. Он составил исторический труд на персидском языке. Нам он известен как Джами ат-Таварих, что в переводе сборник летописей. Он дал полное описание Чингисхана и народов, которые жили в его империи. Абсолютное большинство народов он назвал тюрками. Но самая большая тайна начинается с момента образования империи. Изначально столицей Монгольской империи был город Каракорум. Сегодня это небольшой город в Монголии. Затем столицу перенесли в город Ханбалык. Официальная история говорит, что это Пекин. Марко Поло в своих записях называет Пекин Камбала, что в переводе город хана. Но больше так никто не называл город Пекин. И на официальной истории мы ставим точку. Потому что официальная история украла историю у казахов. Город Ханбалык находится на территории государства, которое именуется Кассаки. Этот город является столицей местного хана. На всех старых картах вы можете найти город Ханбалык, который находится на территории современного Казахстана. В библиотеке Конгресса Соединенных Штатов есть карта 1603 года. На ней также отмечен город Ханбалык на территории современного Казахстана. Но город Ханбалык – это только начало. Официально Золотая Орда закончит свое существование в 1483 году. После этого образуются независимые ханства со своими правителями. Но есть более достоверная информация о судьбе Золотой Орды. Снова обращаясь в библиотеку Конгресса Соединенных Штатов, мы находим карту 1541 года. На территории Азии европейский картограф помещает государство Тартария. Государство Тартария граничит с Московией, Персией, Индией и Чайной. На карте 1516 года мы видим уникальную информацию. Мы видим, как Великая Тартария делится на княжества. В каждом княжестве есть свой правитель, но управляет этим всем единый император. Именно на этой карте, выпущенной в 1516 году, впервые появляется независимая Тартария. В истории она известна как Казахское ханство, а также Великий Туран. Город Ханбалык на всех старых картах – это столица казахов, вернее сказать казахского ханства. Затем столицу независимой Тартарии перенесли в город Туркестан. В 1799 году независимая Тартария была в максимальных границах. В нее входил не только весь Казахстан, но и Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, часть Персии, Афганистана, Индии, Пакистана, Китая, Монголии и Тибет. Размер независимой Тартарии в 2 раза превышает размеры Китая. То, что вы услышите и увидите далее, докажет, что независимая Тартария, которая являлась казахским ханством, была последней сверхдержавой тюрков. В библиотеке Конгресса Соединенных Штатов есть газета The Portland Daily Press, вышедшая 4 февраля 1865 года, и в ней приводится следующий текст. Остается только одна мощная страна в Азии, которая способна справиться с Россией и Англией в Индии. Непокоренная независимая Тартария остается преградой 2 великих соперников. Gallipolis Journal, 2 августа 1855 года. Здесь идет статья о библиотеке Самарканда. Хорошо известно, что Тамерлан, отдавая приказы о разорении завоеванных им стран,
Приказал, чтобы книги и рукописи всех покоренных народов были доставлены в Самарканд, город, находящийся в независимой Тартарии. Все книги и рукописи были помещены в какую-то крепость, и ни одна книга или рукопись не была взята из нее. 4 декабря 1853 года выходит более интересная статья. Ни один здравомыслящий человек не может считать русское вторжение в Британскую Индию осуществимым до тех пор, пока Персия или независимая Тартария не станут российскими провинциями. В моем видеоролике о Тартарии я говорил, что мировые правители создают планы на 50, 100 и 200 лет вперед. Уничтожение Тартарии – это план, разработанный Петром I в 1725 году. В 1998 году ЦРУ рассекретила документ об уничтожении Тартарии и мусульман. Большевики обещали, что народы Средней Азии и Кавказа получат право на самоопределение и смогут создать свои независимые государства. Большевики утверждали, что Российская империя хотела их уничтожить. Народы Средней Азии и Кавказа поверили большевикам. В конце отчета ЦРУ вы можете найти все ссылки на русские источники и убедиться в том, что американцы не соврали. Первый источник – это Ключников и Собянин. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях, вышедшая в Москве в 1925 году. Страницы 94-96. Владимир Ленин. Избранные труды. Книга, изданная в Нью-Йорке в 1943 году. Газета рабочего и крестьянского правительства, вышедшая 23 января 1918 году. И другие достоверные источники. Британцы поступили аналогично большевикам. Индусам предложили воевать против русских, после чего Англия обязалась дать им независимость. На территории современной Индии и Пакистана велась пропаганда о том, что русские вскоре захватят эти земли. Индусы взяли оружие и отправились в Среднюю Азию, чтобы воевать с тюрками. Таким способом две основные династии уничтожили боеспособных тюрков и индусов. Британская империя получила Индию, Пакистан, Бирму и Бангладеш. Советский Союз захватил Среднюю Азию и Кавказ. Казахи просили меня рассказать о Великом Туране. Было ли такое государство, или это преувеличение предков, которые жили на этих землях? И если был Туран, то в каких границах он был? Обращаясь в The Portland Daily Press 29 ноября 1866 года, находим статью о том, независимая Тартария является Туркестаном и Тураном. Только у каждой страны свое название. Нидерланды также известны как Дучи и Голландия. Китай известен как Чайна и Цин. Такая же ситуация была и с казахским ханством. Персы его называли Туран, европейцы независимой Тартарией, русские его называли Туркестаном. Также меня попросили подтвердить или опровергнуть то, что Оренбург был городом казахов. Библиотека Конгресса Соединенных Штатов является самой богатой и достоверной библиотекой в мире. В ней мы находим карту 1680 года. Над морем Каспийским мы видим две основные реки. Это Волга и река Яик. Реку Яик впоследствии назовут Урал. На этой реке, на территории казахского ханства, есть город Ойенак. Слева от города Ойенак находится город Саратов, справа от него находятся горы. Слева от города Оренбург находится город Саратов, справа от города Оренбург находятся горы. Город Оренбург стоит на месте города Ойенак. На карте 1700 года город Ойенак находится на том месте, где через 50 лет появится город Оренбург. Слева от города Ойенак находится Саратов, справа от города Ойенак находятся горы. После того, как Россия получила Среднюю Азию, вся история независимой Тартарии, Турана и казахского ханства была переписана. Ключевая роль в истории независимой Тартарии, Турана и казахского ханства принадлежала именно казахам, поэтому у них отобрали всю историю, чтобы никто никогда не вспомнил о том, что именно казахи могли уничтожить Британскую или Российскую империю.